Дорогое мое дитя, Бог призывает вас, так что прекратите то, что вы делаете сейчас, и прислушайтесь к этому божественному посланию. Не пропускайте это видео, обращайте внимание на каждое слово, ведь оно чрезвычайно важно для вашей жизни. Бог избрал тебя. Но прежде чем мы продолжим, мой ребенок, поставьте лайк в знак вашей благодарности. Сохраняйте верность и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Мое любимое дитя, я знаю, что ты столкнулся с невзгодами, ты измотан, но знай, что я с тобой, всегда даю любовь и силу. Даже если трудности кажутся непреодолимыми, доверьтесь мне, я Бог, который ведет вас и творит неизмеримые тайны. Я люблю тебя безмерно, и ничто не поколеблет эту бесконечную любовь. Когда слабость охватит тебя, я буду твоей силой рядом с тобой. Когда вас охватывает усталость, я буду вашей энергией, продвигающей вас вперед. Когда сомнение потеряет тебя, я буду твоим компасом, ведущим тебя. Комментарий. Бог – мой проводник. Я всегда буду в вашем распоряжении при любых обстоятельствах. Путь может быть долгим и трудным, но я буду идти по нему рука об руку с надеждой. Никогда не сдавайтесь, когда усталость одолевает вас. Приди ко мне, попроси помощи, отдохни в моем присутствии, и я обновлю твои силы. Вместе мы преодолеем все препятствия, какими бы сложными они ни были. Потому что ты мое дитя, и в моем сердце посеян чудесный план на твою жизнь. Доверьтесь мне и следуйте по пути, который я проложил для вас с любовью и преданностью. Я направляю ваши шаги, ведя вас к правильному пункту назначения, даже если вы сталкиваетесь с невзгодами и тьмой. Комментарий. Я принимаю Бога в свою жизнь. Не позволяйте страху или беспокойству овладеть вашим сердцем. Доверьтесь мне, потому что я несу все решения. Я знаю каждый аспект твоей жизни от начала до конца. Я вижу вашу борьбу, ваши слезы, ваши усилия и работу для вашего блага, это верно. Даже если путь кажется мрачным, полным препятствий, я свет, который освещает твой путь, чтобы продолжать двигаться вперед, поверь. Двигайтесь вперед уверенно, даже когда решения не видно. За кулисами я работаю, выравнивая все дела, готовя вашу славу с каждым достижением. Комментарий. Я верю в Тебя, Господь. Сохраняйте веру в меня, верьте в мою любовь, ведь я всегда работаю. Для вашего благополучия, выравнивая все дела, родится новый светлый горизонт. Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось. Любящий Отец, вечно любя тебя, в моем присутствии ты обретешь покой и силу для преодоления. Вы сильный и способный человек, вы сможете преодолеть любые трудности, с которыми столкнетесь. В вашем путешествии я буду рядом с вами, придавая вам смелости и мудрости. Даже в самые трудные минуты ты не будешь одинок, будет мое присутствие в твоей жизни. Я предлагаю руководство и поддержку, верьте в себя, ведь вы являетесь частью божественного плана, который должен осуществиться. Доверьтесь своей мудрости, ищите моего присутствия через молитву и размышления. Я источник безграничной силы, свет, который проведет сквозь тени к искуплению. Я понимаю, что вы переживаете трудные времена, и хочу вас подбодрить. Помните, в вас живет сила, вы способны преодолеть, преобразовать любое страдание. Комментарий. Бог – моя сила.
Заботьтесь о себе как физически, так и эмоционально в течение дня. Будьте здоровы, позволяйте себе отдыхать, заряжаться энергией, удовлетворяя свои потребности. Ищите поддержки тех, кто вас любит, найдите баланс на своем пути. Даже перед лицом трудностей помните, вы способны их преодолеть, вы – носитель истории. Жизнь – это путь со взлетами и падениями, через трудности мы растем и становимся сильнее. Упорствуйте с решимостью, непоколебимой верой, верьте в себя и в то, кем мы можем стать. Встречайте трудности с надеждой и верьте, что наступят лучшие дни. Берегите себя, ведь вы смелые, доверьтесь Богу, ведь Он всегда будет рядом с вами. Комментарий. Я верю в Тебя, Отец Небесный. В Тебе есть внутренняя сила, даже когда ты чувствуешь себя слабым. Я верю в Тебя, в Твой потенциал. Каждая битва, с которой ты сталкиваешься, это возможность для совершенствования. Сохраняйте веру, уповайте на Бога, свой неиссякаемый источник силы и могущества. Он рядом с вами, обновляя вашу энергию даже в самые трудные минуты, Он ваша поддержка. Какими бы сложными ни были обстоятельства, знайте, что у Бога есть план. Он желает вам благополучия, и с Ним сохраняется окончательная победа, в Его божественной любви вы – Его сверхчеловеческое существо. Вы сильнее, чем вы себе представляете, и вас сопровождает поддержка и любовь Бога. Настойчиво ищите божественного руководства, верьте в свой потенциал, с Богом на вашей стороне вы способны победить всех. Комментарий. Господь, мой пастырь, не буду хотеть. Пойдем вместе, уверенные, что Бог с вами, и эта победа ваша. Никогда не сдавайтесь, потому что вы способны победить и победить благодаря своей чистой и благодарной вере. Благодаря тому, что Бог благословляет и освящает вас, у вас всегда есть мир, сила и мотивация. Доверьтесь Его руководству и любви, знайте, что вы никогда не одиноки, на каждом этапе пути Он рядом с вами, окутанный чувствами. Пусть Бог благословит тебя, осветит твой путь, будет твоим вечным проводником. Пусть ваше сердце наполнится Его любовью, ваша душа наполнится такой нежной добротой. Давайте двигаться вперед, рука об руку с Богом, победа ваша, она наша, она божественная. Путь может быть трудным, но с верой и любовью все возможно, озаряет наша душа. Пришло время пробудить небесную связь, существующую внутри вас. Я оставила вам в первом комментарии ссылку на божественного терапевта «Глубокое путешествие к энергии Бога», чтобы исцелить ваши эмоциональные раны, обрести баланс и изменить свою жизнь. Не упустите эту возможность. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новый контент. А если что-то затронет ваше сердце, и вы захотите помочь каналу, у нас также есть эксклюзивная группа преданных участников. Вы сотрудничаете с небольшой ежемесячной суммой и помогаете поддерживать наше сообщество. Нажмите и проверьте. Что касается данных ежедневных приговоров, благословений и чудес, то жизнь иногда закрывает определенные двери. Однако это просто потому, что пришло время двигаться вперед, и это позитивный момент. Часто мы не прогрессируем, если обстоятельства не заставляют нас переносить трудные времена. Столкновение с трудностями не означает, что вы терпите неудачу в жизни. Каждое значительное достижение требует какой-то достойной битвы. Хорошие вещи требуют времени, поэтому наберитесь терпения и сохраняйте позитивный настрой. Все будет хорошо.
Может быть, не сразу, но со временем. Дитя мое, я хочу, чтобы ты знала, что я божественное существо, дающее надежду, независимо от того, с чем ты столкнешься. Я рядом с вами, готовый помочь вам найти свет в конце туннеля. Доверьтесь мне, зная, что я направлю вас в любых обстоятельствах. Я могу принести свет во тьму и возвестить новый рассвет в жизни, которая, казалось бы, застряла в ночной тьме. Я хочу, чтобы ты знал, когда кажется, что все потеряно и ты чувствуешь безнадежность, я всегда с тобой. Я тот, кто может обновить ваш разум, укрепить вас, дав надежду, необходимую для дальнейшего движения вперед. Доверься мне, зная, что я всегда забочусь о тебе, твоя надежда не напрасна. Я божественное существо, которое никогда не подводит и никогда не отказывается от тебя. Я постоянно работаю за кулисами, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему, даже когда это кажется невозможным. Я якорь, который может удержать вас в устойчивости и безопасности во время жизненных штормов. Я божественный целитель, способный исцелить ваше тело, разум и дух. Я всегда готов принести исцеление в вашу жизнь, с чем бы вы ни столкнулись. Я здесь для вас, готов обеспечить необходимое вам исцеление и восстановление. Если вы верите в божественные благословения, продолжайте верить в себя и свой потенциал. Помните, что каждое препятствие – это возможность для роста и обучения. Сохраняйте веру и надежду в своем сердце, потому что вы способны преодолеть любые трудности. Когда ты чувствуешь себя слабым или больным, я хочу, чтобы ты помнил, что я с тобой. Я твое исцеление и твоя надежда в трудные времена. Когда вы молитесь об исцелении, знайте, что я слушаю ваши молитвы и отвечаю на них. Ответ может быть не таким, как вы ожидали, и я не всегда могу исцелиться мгновенно. Иногда исцеление – это процесс, и я работаю внутри вас способами, которые вы, возможно, не видите и не понимаете, но я обещаю быть с вами на каждом этапе пути, даже в самые трудные времена. Я также хочу исцелить твое израненное сердце и уставшую душу. Жизнь может быть трудной и болезненной, но ты можешь найти утешение во мне. Я источник мира, который вы ищете, и я могу принести исцеление и восстановление в вашу жизнь. Я божественный поставщик, у меня есть все, что вам нужно, и я всегда готов обеспечить вас, удовлетворяя все ваши потребности. Вы можете чувствовать, что у вас недостаточно сил, чтобы справиться с жизненными трудностями. Вы можете беспокоиться о своих финансах, работе, здоровье, но вы должны знать, что можете довериться мне в удовлетворении всех ваших потребностей. Не волнуйся о завтрашнем дне, у меня для тебя все запланировано. Я знаю, что вам нужно, еще до того, как вы спросите, и всегда работаю от вашего имени. Мое обеспечение выходит за рамки материальных вещей. Я также могу дать любовь, мир, радость и надежду. Всегда помните, что вы не одиноки. Бог рядом с вами, направляет ваши шаги и предлагает безоговорочную поддержку. Он – ваш источник силы и ваше убежище. Доверьтесь Его любви и божественной мудрости, чтобы найти решения и ответы на все ваши нужды. Я божественное существо, которое удовлетворяет вашу душу и может заполнить все пустоты в вашей жизни. Мое обеспечение может прийти неожиданным образом. Вы можете получить финансовое благословение из места, о котором вы даже не догадывались.
Верьте в свою способность достичь своих мечтаний и целей. Не позволяйте страху или негативным мнениям мешать вам двигаться вперед. Вы можете найти помощь от того, кого никогда не ожидали, но я всегда работаю от вашего имени. Сосредоточьтесь на своем видении и усердно работайте, чтобы воплотить его в жизнь. Благодаря решимости и настойчивости вы добьетесь многого. И если вы хотите и дальше получать благословение, рассмотрите возможность стать участником, делая небольшое ежемесячное пожертвование. Подпишитесь на канал, потому что у Бога есть великая работа в вашей жизни. Покажите свою поддержку, поставив лайк и поделившись этим сообщением с кем-то, кому нужно его услышать. Прославляйте имя Господне в комментариях. В этот момент я выражаю тебе свою благодарность и смирение, Божественное Существо. Я благодарен за ваше руководство, вашу защиту и вашу силу на каждом этапе моего пути. Ты мое убежище, моя устойчивость и моя поддержка в трудные времена. Мягко проводишь меня через стоящие воды и восстанавливаешь мою душу. Я признаю, что Бог – моя твердыня. Даже в самые мрачные минуты я не буду бояться зла, ведь Ты со мной. Твой посох и Твое молчание утешают и ведут меня по пути праведности. Ты готовишь мне обильный пир в присутствии врагов моих, помазывая голову мою маслом и наполняя чашу мою до краев. Твоя доброта и милосердие сопровождают меня каждый день моей жизни, и я навсегда пребуду в Твоем доме. Господь, я прошу Тебя помочь мне полностью довериться Тебе и отдать все мои заботы и страхи Твоей заботе. Помоги мне следовать Твоим путем, подчиняться Твоему Слову и искать Твоей воли во всех аспектах моей жизни. В этот момент я читаю 23-й Псалом и молюсь, чтобы Господь излил благословение, содержащееся в этом псалме, на мою жизнь. Я заявляю: Господь, мой пастырь, у меня нет недостатка. Он укладывает меня на зеленых пастбищах, ведет меня к тихим водам и восстанавливает мою душу. Он ведет меня по пути праведности ради имени Своего. Пройди долину смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мною. Твой жезл и Твой посох успокаивают меня. Ты приготовляешь предо мною стол в присутствии врагов моих. Ты помажешь мою голову маслом, и чаша моя переполнится. Благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и буду обитать в доме Господнем вовек. Пусть 23-й Псалом послужит постоянным напоминанием о Вашей любви и заботе обо мне. Пусть я всегда найду в Тебе покой, даже среди невзгод. Помоги мне быть живым примером Твоей любви, показывая ее другим своими делами и словами. Я верю в Тебя и молюсь во имя Твое. Аминь. Введите 333, чтобы помнить, что с Богом все возможно. Он услышал ваши молитвы и ваши слезы. Приготовьтесь к благословениям и прорывам, которые ждут вас на горизонте, даже в тех местах, куда вам еще предстоит войти. Сила Божья сотворит чудеса в вашей жизни, если вы поверите. Тип 222. Это правда, что никто из нас не может похвастаться своей любовью к Богу, потому что мы каждый день колеблемся. Однако мы всегда можем похвастаться непоколебимой любовью Бога к нам. Он никогда не подводит нас. В Его глазах Он гордится вашей решимостью и настойчивостью. Продолжайте подвязаться добрым подвигом веры, ибо вы сильнее, чем вы думаете, и Его любовь к вам не знает границ.
Божье послание на 2023 год – это послание о восстановлении. Он обещает поправить ваше здоровье, отношения и финансы, а также осуществить ваши мечты. Если вы готовы востребовать эти обещания, напишите 555. Пусть благоволение Господа окутает вас, предложив щит под своими крыльями, где никакая опасность не сможет причинить вам вред. Пусть Он благословит и защитит тебя, озаряя тебя милостью своего лица и даруя тебе мир. Иисус призывает нас всегда радоваться в Господе, независимо от наших обстоятельств. Доверьтесь Ему, хвалите Его за доброту и наблюдайте, как вы становитесь источником благословения для других. Если вы верите в Иисуса, наберите 777. Вселенная готова предоставить невероятные возможности в вашу жизнь. Благословения, которые вы получите, огромны и преобразуют вас, но Бог призывает вас избавиться от негатива, неуверенности в себе и обесценивания. Вы Его чемпион, рожденный побеждать. Поставив Его на первое место в своей жизни, вы испытаете настоящий покой и счастье. Подтвердите это, набрав 999. Хотя может показаться, что вы несете бремя мира и испытываете моменты одиночества и отчаяния, помните, что Бог всегда рядом с вами. Ваш вездесущий источник силы и утешения. Давайте помолимся вместе. Дорогой Отец Небесный, даруй терпение моему тревожному сердцу и сними с меня бремя жизни. Покрытый кровью Иисуса, я молюсь, чтобы на моем рабочем месте воцарился мир, заменив зависть, конфликты и раздоры спокойствием. Спасибо за еще один день и за заботу о моей семье. Я верю в Тебя и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Бог обещает бесконечные благословения, обильные улыбки, финансовые прорывы и необыкновенные возможности до конца этого месяца. Он знает, какие у Него планы на вас – процветать, а не причинять вам вред, давать надежду на будущее. Если вы верите в эти божественные обещания, введите в молитве 11:11. Мы стремимся к продуктивности наших дней, мирным ночам и тихим домам. Мы молимся о плодотворных начинаниях и ожидаем огромного успеха в нашей финансовой, духовной и любовной жизни, руководствуясь Святым Духом, ангелами-хранителями и Всевышним Богом. Чтобы подтвердить это, введите 222. И, наконец, вот 6 истин от Бога, которые следует запомнить сегодня. Во-первых, доверьтесь Ему, ибо Он починит то, что сломано в этом сезоне. Во-вторых, Он даст силу во времена слабости, радость в моменты разочарования и укажет путь, когда все кажется невозможным. В-третьих, у Бога есть для вас великие планы, дни, наполненные благословениями, прогрессом и ростом. В-четвертых, ваша следующая молитва может изменить вашу жизнь. В-пятых, верность Богу приведет к успеху. Шестое, Бог простил тебя, пришло время простить себя. Если вы верите в эти истины, пусть ваш ответ будет «Аминь». Бог уверяет нас, что когда мы несем в своем сердце тяжелое бремя или испытываем чувство безнадежности, Он готов благословить и вас, и вашу семью. Своей обильной благодатью Господь озаряет вас своей благосклонностью, если вы остаетесь стойкими в своей вере в Него. У Него есть способность чудесным образом спасти вас от текущих проблем и поднять вашу жизнь на новую высоту. Он зовет вас подойти ближе, уверяя, что Он ответит вам взаимностью, если вы проявите добро,
поскольку добро порождает добро. Сохраняйте свою веру, и вы получите свою награду, оставайтесь смиренными, и вы возвыситесь. Вера проявляется в прославлении Бога в смутные времена, в доверии Ему, когда вы находитесь в глубине отчаяния, и в следовании Его руководству в периоды безвестности. Помните, что Бог способен выполнить любое обещание, которое Он дает, единственное требование – ваша вера в Него. Наше понимание путей Божьих может быть неполным, подобно нашей неспособности полностью понять формирование ветра или развитие младенцев в утробе матери. Однако очень важно доверять Ему, поскольку Он способен творить чудеса в вашей жизни. Если вы верите, что Бог осуществит ваши мечты, подтвердите это, набрав 555. Бог заверяет вас, что ваши усилия будут соответствовать масштабу вашей мечты. Доверьтесь Его обещанию, что Он никогда не оставит вас. Прежде чем март закончится, Бог посылает вам огромное благословение, и ваша стрессовая ситуация скоро прекратится. Ваша золотая эра уже на пороге. Бог объявляет, что исцеление и восстановление уже идут, и приближаются ваши самые продуктивные и процветающие дни. Если вы верите в это обещание, наберите 777. Господь призывает вас настойчиво просить, искать и стучать, и Он откроет нужные возможности, закрывая те, которые открыл противник. Помните, что Божьи благословения обновляются каждое утро, поэтому не теряйте надежды после трудного дня. Радуйтесь, ибо завтрашний день приносит новые блага. Даже когда вы чувствуете усталость, разочарование или разочарование, не оставляйте надежду. Бог – ваш целитель, и двери вот-вот откроются для вас. Ваша ситуация находится на грани глубокой трансформации. Если вы верите, введите 2222, чтобы заявить об этом. Дорогой Бог, хотя я, возможно, и не понимаю ту боль, которую испытываю, я верю, что Ты понимаешь. Дай мне силы вытерпеть. Позитивные изменения уже не за горами, и это сообщение является вашим подтверждением того, что со временем все будет хорошо. Бог прокладывает для вас новый путь. Если вы верите в Его план, напишите «Да». Бог подтверждает, что ничто из того, что произошло в вашей жизни, не разрушило Его план для вас. Даже если это может занять время, Он знает, как привести вас к месту назначения. Вы никогда не одиноки, Господь всегда рядом с вами, готовый вести ваши битвы и принести спокойствие в вашу жизнь. Если вы видите это сообщение, это означает, что у вас появится второй шанс на жизнь, который позволит вам жить жизнью своей мечты. Не упустите эту возможность, наберите 33, чтобы получить ее. Срочные новости. Сегодняшний день знаменует конец ваших слез и беспокойства по поводу вашей ситуации. Бог уже решил эту проблему. Если это не в Его воле, пусть оно будет удалено с вашего пути, принеся вам мир. Поздравляем, Бог услышал ваши молитвы, и большие успехи уже не за горами. Вселенная посылает в вашу жизнь человека, который удивит вас своим уважением, верностью, честностью, привязанностью и безусловной любовью. Наберите 5555, если верите. Когда мы входим в присутствие Бога с благодарностью и хвалой, мы выражаем нашу благодарность и благословляем Его имя. Даже когда мы пересекаем самые темные долины, мы не боимся зла, потому что Он с нами.
Вселенная убирает токсичность с вашего пути, и благословение денег и любви уже в пути, делая вас еще счастливее. Дорогой Бог, помоги мне принять то, что я не могу изменить, и направь меня к благословениям, которые Ты приготовил для меня. Введите 777 для подтверждения. Сегодня объявите, что вы получите изобилие любви, исцеления и благословений, а ваша семья, когда это необходимо, испытает исцеление и чудеса. Не беспокойтесь, вместо этого излагайте свои просьбы Богу через молитву и прошение с благодарностью. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, благодать и постоянные благословения. Мы глубоко любим Вас и ценим Вашу защиту и надежду, которую Ваш Дух вселяет в нас. Во имя могущественного Иисуса мы молимся. Аминь. Ангелы напоминают вам не игнорировать это послание, а прислушаться к срочному призыву Бога. Бог учит нас, что независимо от нашего пути мы должны оставаться твердо укорененными в любви, истине и вере. Пусть ничто не украдет вашу радость, потому что даже в самые мрачные моменты свет вернется к вам. Каждый негативный опыт, вызывавший слезы на протяжении многих лет, в конечном итоге исчезнет, уступив место счастью, смеху, любви и благословениям. Введите 5555, чтобы получить это обещание. Я молюсь за вас на этой неделе о том, чтобы Бог открыл шлюзы благословений в вашей жизни. Если вы верите в Божественное, вы сейчас находитесь на этапе, когда ваши лучшие дни уже не за горами. К концу этого месяца вы почувствуете, что продвинулись на несколько месяцев вперед в своей жизни и стали свидетелями существенных улучшений. Чтобы признать эту трансформацию, наберите 1111. Ваши ангелы-хранители неусыпно охраняют вас, признавая это как поворотный момент в вашей жизни. Значительный позитивный сдвиг вот-вот повлияет на все аспекты вашей жизни. Внезапный приток возможностей и благословений уничтожит все ваши негативные препятствия. Обязательно просмотрите это видео до конца, чтобы полностью получить благословение. Божественное открыло, что в январе 2023 года в вашей жизни произойдут существенные изменения. Вам будет представлено специальное предложение, способное исполнить ваше самое сокровенное желание. Приготовьтесь принять это с верой и благодарностью. Если вы готовы, введите 222. Вы собираетесь вступить в период роста, который произведет революцию во всех аспектах вашей жизни в финансовом, умственном, физическом и духовном плане. Вас ждут поразительные благословения и чудеса. Божественное говорит, что влиятельные дискуссии о вас происходят в комнатах, куда еще не ступала ваша нога. Пусть Господь услышит ваши молитвы и поможет вам преодолеть препятствия, с которыми вы сталкиваетесь. Когда вы окажетесь один, произнесите следующее: «Когда я один, Бог – мое утешение. Когда у меня ничего нет, Бог – все для меня. Когда мне грустно и одиноко, Бог – мое утешение и моя радость. Уязвим, Бог – моя сила». Во имя могучего Иисуса. Аминь. Ангелы сообщают, что сегодня вечером кто-то планирует посетить ваш дом. Они намерены обнять вас и выразить свою глубокую любовь к вам. Божественное напоминает нам, что любовь – это божественная нить, связывающая все творения. С обильной любовью вы откроете радость и мир. Поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога.
Дорогой Бог, спасибо, что считаешь меня своим ребенком, за то, что никогда не бросаешь меня, и за еще один день жизни. Бог уверяет вас, что ваше чудо уже в пути, поэтому не нужно из-за него мучиться. Вы на пороге прорыва, поэтому напишите в комментариях 1111, чтобы заявить об этом. Бог открывает новую главу в вашей жизни, которую никто не сможет стереть. Он глубоко любит тебя. Подпишитесь на наш канал, если вы выражаете свою любовь к Богу. Вы переходите в фазу жизни, где вы станете свидетелем триумфа за триумфом и откровения за откровением. Чтобы признать это, наберите 1010. Бог обещает, что на горизонте не за горами дни процветания, наполненные прорывами и благословениями. Продолжайте верить, продолжайте молиться, и вы увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему. Вы уже давно переживаете трудные времена. Однако сейчас пришло ваше время испытать счастье и процветание. Откроется дверь, которая приведет вас к изобилию и настоящей любви. Чтобы подтвердить это, введите 1212. Бог сообщает, что на вашем пути приближается прорыв, который вас удивит. Для вас запланировано нечто феноменальное, нечто значительное, что ошеломит ваших противников и изменит ваш мир. Следующие 7 дней вашей жизни будут необыкновенными. Вы переходите в сезон, полный радости, любви, гармонии и надежды. Ожидайте улучшения в вашей профессиональной, духовной и романтической жизни. Хотя сейчас все может показаться ужасным, в конечном итоге все будет хорошо. Верьте в себя и божественное. Каждый негативный опыт, вызывавший слезы на протяжении многих лет, будет заменен счастьем, смехом, любовью и благословениями. Чтобы получить это, введите 222. Боль, которую вы сейчас испытываете, меркнет по сравнению с предстоящей радостью и удовлетворением, которые ждут вас. Вы обретаете партнера, который станет вашим лучшим другом и самой большой любовью, которую вы когда-либо испытывали. Этот человек будет лояльным, щедрым, эмоционально стабильным и финансово обеспеченным. Изобилие, любовь, целительная энергия и духовное просветление вливаются в вашу жизнь. Вы готовы его получить? Если вы готовы, наберите 333. Дорогой сын, дорогая дочь, это послание предназначено для тебя. Бог в своей бесконечной мудрости и любви принес эти слова тебе сегодня. Ничто не происходит без Его разрешения, и ничто не находится вне Его контроля. Ты решил получить это послание, потому что у него есть цель для вашей жизни. Он хочет, чтобы вы знали, что Он выполнит все обещания, которые Он дал вам. Поэтому не сомневайтесь, не сдавайтесь, не склоняйте голову, не поддавайтесь, унывайте и не унывайте, потому что Он с вами. Ваши мечты – движущая сила вашей жизни. Успех – это иметь то, что ты желаешь, а счастье – это желать того, что у тебя есть. Неудача или несчастный случай будут длиться лишь до тех пор, пока вы о них помните. Помните, храбрость заключается не в том, чтобы столкнуться с проблемой, а в том, чтобы не позволить себе потерпеть поражение. Храбрость – это бесстрашное принятие риска. Храбрость падает трижды и все еще поднимается. Считайте, что 4 раза вставать – это не ошибка, если вы знаете, как это исправить. Когда вы удаляете страх из своей жизни,
вы создаете больше возможностей для реализации своих мечтаний, что, в свою очередь, уменьшает страх и увеличивает смелость, уменьшая слезы и усиливая веру в меня, вашего Искупителя. Смелость – это инструмент, который позволяет вам открыть двери, которые другие закрыли перед вами. Надежда – это желание, чтобы что-то произошло, вера – это уверенность в том, что это произойдет, а смелость – это действие, направленное на то, чтобы это произошло. Помните, вы должны сохранять надежду и мужество, но, прежде всего, вам никогда не должно недоставать веры. Поймите, где блуждает ваш разум, там и вы будете, а где он остановится, там вы и останетесь. Прогресс, возможно, не единственный выбор, но это лучшее решение, которое вы можете принять. Чтобы взлететь, вы должны избавиться от бремени, которое привязывает вас вниз. Величайшие вещи в жизни – это не материальные блага, которые вы накопили, а моменты, которые вы пережили, эмоции, которые вы почувствовали, радостные воспоминания, которые вы оставили, и уроки, которые вы усвоили. Всегда помните, что вы способны на большее, чем думаете, и ваша ценность гораздо выше, чем вы думаете. Если вы оступились вчера, ничего страшного. Сегодня у вас есть еще один шанс начать все сначала. Если вы хотите, чтобы ваши мечты осуществились, помогите другим в достижении их целей. Реальность не оставляет вашего стремления к переменам. Не позволяйте своим неудачам сдерживать вас или вашим недостаткам мешать вам. Ваш дух не определяется мнением других или угрозами ваших противников. Примите свою новую жизнь, примите эту радость и окутайте этот мир верой. На вашем пути произойдет много чудесных вещей, и я призываю вас поверить в это. Скажите своими устами: «Я принимаю это благословение, которое ты мне даруешь». Ты выстоял перед лицом невзгод, и я хочу, чтобы ты оставался таким. Я знаю, что ты устал, твой дух истощен, но я умоляю тебя продолжать. На горизонте не за горами период спокойствия, так что оставайтесь сильными в своих убеждениях, продолжайте сражаться, упорно стремитесь к триумфу и получите ответы на свои молитвы, которых вы так жаждали. Сейчас не время отказываться от всякой надежды и сдаваться. Не жертвуйте своей радостью в пользу тех противников, которые противостоят вашему благословению. Они стали свидетелями веры, духа и силы в вашем сердце. Вы находитесь на пороге выхода на новый уровень, где легионы ангелов-воинов готовы помочь вам в ваших продолжающихся битвах. Грядут огромные благословения, огромная радость и чудесные дары. На подходе обязанности, которые приносят вам радость, а не проблемы. Победа возможна, и вскоре вы достигнете места, которое, как вам казалось, когда-то было так далеко. Я намерен поместить вас в новую среду, в окружении добрых сердец, жить в мире, без долгов, и с энтузиазмом работать над достижением прекрасных целей, которые войдут в вашу жизнь. Примите это счастье с верой, и даже если вы еще не видите и не чувствуете его, продолжайте добиваться желаемого до конца. В минуты отчаяния помните, что вы никогда не бываете по-настоящему одиноки. Мы часто пытаемся решить все сами, но правда в том, что мы не можем сделать это без Бога. Давайте вместе произнесем такую молитву: «Дорогой Бог, когда мне хочется сдаться, напомни мне, что Ты со мной. Только с Тобой я могу достичь всего. Направляй и сдерживай меня, чтобы мои действия направлялись Твоим Святым Духом. Научи, чтобы я каждый день жил жизнью, приятной Тебе,
Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Помните, если вы не наполните свой разум Божьим Словом, враг наполнит его стрессом, беспокойством, гордостью, искушением, беспокойством, страхом и неуверенностью. Вы должны доверять Божьему выбору времени. Ваша вера сильна, и, как прекрасно сказано в Евангелии от Матфея 9 часов 29 минут, благодаря вашей вере это произойдет. Представьте, что вы находитесь по ту сторону экрана и впитываете каждое слово. Бог со своей безграничной и непостижимой любовью шепчет вашему сердцу: «Мое драгоценное дитя, готовься к необыкновенным вехам, наполненным благословениями и возможностями, превосходящими твои самые смелые мечты». Если вы считаете, что это сообщение предназначено для вас, поставьте лайк в знак вашей веры и поддержки и наблюдайте, как Бог умножает благословения в вашей жизни. Представьте себе величественную реку, кристально чистую и текущую, приносящую лавину процветания, богатства и благословений. Эта река приближается и вскоре наполнит вашу жизнь благословениями, превосходящими человеческое понимание. Если вы глубоко верите, что это обещание предназначено для вас, прокомментируйте: «Я принимаю это», и приготовьтесь удивиться. Бесконечная щедрость Бога уже разработала чудесные планы для вас и вашей семьи. Все эти благословения ждут вас. Откройте свое сердце и позвольте потоку благодарности влиться в вашу жизнь. Бог призывает к новому уровню благословений и чудес. Даже посреди жизненных бурь Он рядом с вами, готовый превратить ваши трудности в победы, а вашу нужду в изобилие. Готовы ли вы к этой трансформации? Если ваш ответ «да», напишите в комментариях «Аминь» и приготовьтесь. Бесчисленные благословения ждут вас на горизонте. Откройте свое сердце и позвольте излиянию благодарности влиться в ваше существование. Божественное начало открывает новую фазу чудес и благословений. Даже среди жизненных неурядиц Божественное присутствие всегда рядом с вами, готовое превратить ваши испытания в триумфы, а недостаток – в изобилие. Готовы ли вы к такой трансформации? Если да, выразите свое одобрение, ответив «Аминь» и подготовьтесь. Божественное готово осветить маяком, чтобы вести вас сквозь любую тьму. Если вы верите в это, подтвердите вместе со мной: «Я принимаю, верю и утверждаю это во имя Иисуса». Это не просто времяпрепровождение, это божественный приказ, приглашение соединиться с силой и энергией, превосходящими человеческое понимание. Вы балансируете на грани трансформации, и она начинается сейчас, в этот момент, когда вы усваиваете эти слова. Божественное заявляет, что пришло время реализовать божественные обещания, данные специально для вас. Те, кто сомневался в вас, высмеивал вас или смеялся над вами, станут свидетелями необыкновенной трансформации в вашей жизни. Это не высокомерие, а свидетельство божественной силы, которая любит, защищает, спасает, исцеляет и возвышает вас. Примите это благословение с убежденностью, сказав: «Я принимаю это благословение, оно мое». Вы находитесь на пороге достижения уровня уважения и достоинства, превосходящего тот, который вы могли себе представить. Вы будете среди царственных особ не благодаря человеческим похвалам, а благодаря божественной благодати, текущей как вечная река. Если эти слова находят отклик в вашем сердце, подтвердите: «Я – божественное произведение искусства, и мое время пришло». Присутствие ваших близких – непростое совпадение.
Это божественный момент, предопределенная встреча их душ с источником всей жизни. Давайте вознесем коллективную молитву. Небесный Отец, Создатель всего, я приближаюсь к Тебе со смирением и благоговением. Ты высший целитель, даритель благословений, восстановитель всего сущего. Я молюсь, чтобы Ваша божественная благодать достигла каждого человека, нуждающегося в помощи эмоционально, духовно или физически. Пусть Ваше чудесное прикосновение принесет облегчение, утешение и омоложение. Благослови наши начинания, наши проекты и даруй нам процветание и изобилие. Исцелите разорванные отношения, исцелите раненое сердце и восстановите надежду в нашей жизни. Я молюсь во имя Иисуса, нашего Спасителя и Искупителя. Верьте, что божественные обещания проявляются в вашей жизни. Вы созданы не для посредственности, а для того, чтобы сиять, процветать и преуспевать. Двери откроются там, где когда-то были только стены. Утвердите: я заслуживаю, лелею и благословляю. Я требую владения самим собой. Вспомните историю Иова, который потерял все, но сохранил свою веру и получил благословение вдвое больше, чем раньше. Игра еще не окончена, Божественное здесь, чтобы спасти вас от поражения и отчаяния. Время унижений, страданий и боли заканчивается. Если эти слова резонируют внутри вас, подтвердите: «Я верю и получаю сейчас». Вам суждены более высокие места, жизнь в материальном и духовном процветании, которая заставит небеса петь от радости. Не позволяйте временным невзгодам погасить божественное пламя внутри вас. Ты бесценен, редкая драгоценность, шедевр божественного творения. У Бога есть для вас небесный план, наполненный ростом, процветанием и выполнением обещаний. Если эти слова звучат истиной в вашей душе, провозгласите с верой: «Я верю, я получаю и я готов к преобразованию». Божественное, Учитель невозможного, говорит вам, что игра еще не окончена, ваши мечты не похоронены, они вот-вот засияют. Убежденно провозглашайте: «Я больше, чем победитель». Закройте глаза, откройте свои сердца и позвольте этому священному моменту окутать вас. Божественное с вами, и вы находитесь в Божественном. Аминь. Мы приближаемся к Тебе, Небесный Отец, с сердцами, переполненными благодарностью и благоговением, стремясь постичь глубокую мудрость и утешение, которое дает нам Твое Слово. Мы находим утешение и силу в священных стихах, которые напоминают нам о Вашей бесконечной любви, благодати и водительстве. Псалом 46, 1-7 уверяет нас, что Ты наше прибежище и сила, непоколебимое присутствие во времена бед. В мире, полном неопределенности и страха, мы доверяем Вам. Даже когда основания земли дрожат и горы кажутся брошенными в море, мы стоим непоколебимо благодаря Твоей неизменной любви. Радуемся реке благодати Твоей, приносящей радость граду Божию, святому жилищу нашему. Посреди всего Ты с нами, наша непоколебимая крепость. Галатам 6, 8-10 призывает нас сеять семена праведности и не уставать делать добро. Мы признаем, что наши действия отражают нашу веру, и используем любую возможность, чтобы проявить доброту, особенно к членам нашего религиозного сообщества. Псалом 138 вдохновляет нас выразить Вам сердечную благодарность. Ваша непоколебимая любовь и верность безмерны, и мы верим, что Вы осуществите свою цель в нашей жизни.
Исайя 52:12 напоминает нам, что нам не нужно бежать в спешке, ибо Ты, Бог Израиля, иди впереди нас и защити нас сзади. Псалом 31:8 заверяет нас, что Ты будешь наставлять, учить и давать нам советы, если мы доверяем Тебе. Исайя 30:18-21 говорит о Вашей милости и водительстве. Мы с нетерпением прислушиваемся к Вашему голосу, зная, что Вы направите нас на правильный путь. Священное Писание, найденное в Филиппийцам 1:6, укрепляет нашу уверенность в том, что благородное дело, начатое внутри нас, достигнет результата через Христа. Исайя 26:3 дарует идеальное спокойствие тем, кто твердо сосредоточивает свои мысли на вас и всем сердцем доверяет вам. Иоанна 11:25-26 напоминает нам, что в Иисусе мы открываем воскресение и вечную жизнь. 2 Коринфянам 4:16-18 утешает тот факт, что, несмотря на угасающие внешние обстоятельства, наше внутреннее «Я» ежедневно обновляется, когда мы обращаем взор к вечному. Филиппийцам 3:20-21 направляет нас к нашему небесному гражданству и великолепному преображению наших физических форм в подобие Христа. В Евангелии от Матфея 5:2-11 представлены заповеди блаженства, ведущие нас по пути блаженства через смирение, милосердие, чистое сердце и миротворчество. 1 Иоанна 4:4 заверяет нас, что, будучи вашими детьми, мы восторжествовали над миром благодаря высшей силе внутри нас. В Евангелии от Матфея 10:39-42 подчеркивается важность самоотверженности и приветствия других от своего имени, зная, что даже самый маленький акт доброты не останется без награды. Небесный Отец, мы представляем эту всеобъемлющую молитву как искреннее размышление над Твоим Словом и тем глубоким направлением, которое оно задает нашей жизни. Пусть Твоя истина и благодать продолжают сиять над нами, освещая наш путь, пока мы идем по пути, который Ты указал нам. Мы молимся во драгоценное имя Иисуса. Аминь. Утренняя молитва, Небесный Отец, когда мы начинаем этот новый день, наше сердце переполняется благодарностью и хвалой. Мы приближаемся к Тебе, нашей скале и прибежищу, ища Твоего присутствия и руководства в нашей жизни. Псалом 102:1-12 напоминает нам благословлять Твое святое имя всем, что внутри нас. Выражаем благодарность за Ваше прощение, за исцеление наших болезней, за то, что Вы искупили нас из ямы, и за то, что увенчали нас непоколебимой любовью и милосердием. Ты утоляешь нас своей благостью, омолаживая нашу силу, как орлов. Мы радуемся Вашей праведности и справедливости, когда Вы действуете от имени угнетенных. Псалом 106:13-16 учит нас, что, когда мы взываем к Тебе в наших бедах, Ты избавляешь нас от бедствия. Ты выводишь нас из тьмы и тени смерти, разрушая наши узы. Выражаем благодарность за Вашу неизменную любовь и чудесное дело, которые Вы совершаете в нашей жизни. Не пропустите! Подпишитесь прямо сейчас, чтобы быть в курсе всего нового контента, а если что-то затронет ваше сердце и вы захотите поддержать канал, у нас также есть эксклюзивная группа постоянных участников. Вы можете помочь поддержать наше сообщество, делая небольшой ежемесячный взнос. Нажмите и проверьте это. Кроме того, я призываю вас отправить эту молитву своей семье и друзьям. Помогите нам распространить Слово Божье.
Да благословит вас Господь всегда. Аминь.